Настоящий патриот, достойный офицер и воин, отдавший свою жизнь служению России. Именно так отзываются об Алихане Калиматове все, кто был с ним знаком. Вспоминая эту по-настоящему легендарную личность, мы отдаем дань уважения за героизм и мужество. С момента трагической гибели героя России прошло ровно 11 лет. В 2007-м автомобиль, в котором ехал Калиматов, подвергся нападению террористов. От полученных огнестрельных ранений сотрудник ФСБ скончался в больнице. Репортаж Светланы Томовой. Родину себе не выбирал, она, наверное, выбрала меня. Эти слова народный артист Тимур Дзейтов посвятил своему другу, герою России Алихану Калиматову, который прожил недолгую жизнь, но оставил яркий след в истории своего народа. Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевская. В большой семье он был 7-м ребенком, и поэтому со стороны всех родственников, братьев и сестер к нему, как к самому младшему, было особое внимание и огромная любовь. Он был достаточно хороший, достаточно такой, иногда непредсказуемый был такой, парень такой. Он не был одинарный такой. В общем, мы как-то складывали одинаковые братья, вот идем, 3 брата, да, в общем. А он у нас другой всем был. Младший был, мы, мать больше жили, отец больше жил, он сам младший был, мы 7 старшие были. То, что прощали родители ему, нам никогда не прощали и не просили в жизни. В 1987 году Алихан уходит в армию. Вдали от дома он ни на секунду не забывал своих родных, а часы, присланные в подарок маме, до сих пор стоят у нее в комнате и за все эти годы ни разу не давали сбоя. С 2000 года Алихан – сотрудник управления ФСБ по Самарской области. Не раз участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Практически это вся его жизнь и вся его работа. Это не одномоментный какой-то случай. Но все обстоятельства, связанные с этим, они пока еще не подлежат разглашению, и материалы стоят под грифом «секрет». Потому что это была одна из серьезнейших антитеррористических контрразведывательных операций на Северном Кавказе. 17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. Не стало народного героя, борца за справедливость, того, с кем связывали надежды на возвращение похищенных в разное время родных и близких. От бандитской пули погиб Алихан Калиматов, сотрудник Центрального аппарата ФСБ России, много лет подряд находившийся в командировке на Северном Кавказе. Эта новость тогда попала в заголовки не только ингушских и московских, но и самарских газет. Именно в этом городе, на Волге, Алихан Калиматов жил и служил до своей последней командировки на Кавказ. Сегодня, говоря об этом, с его земляками, с его родственниками, в первую очередь с членами его семьи, с его женой, детьми, я хотел бы сказать, что они вправе и могут гордиться тем, что Алихан Машарипович сделал при жизни. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Калиматов окончил 4-ю школу города Сунжа. Сейчас она носит имя Героя России. В холле на самом видном месте красуется мемориальная плита с изображением погибшего подполковника, тем самым вновь напоминая учащимся, на кого стоит равняться и с кого следует брать пример. Активный, энергичный, общительный, коммуникабельный, старательный. Таким запомнили Алихана его сверстники. Я знаю его как порядочного, хорошего, доброго мальчика, отзывчивого, всегда с уважением относящегося к старшим, особенно к учителям. В прошлом году в Самаре состоялось официальное открытие бульвара имени Героя России Алихана Калиматова. В мероприятии принял участие глава Ингушетии. Алихан Калиматов переехал в Самару в 1996 году. Здесь он учился в Самарском госуниверситете и с 2000 года нес там службу постоянно, выезжая в горячие точки. Достойная смерть – это тоже подвиг. Но это не столько подвиг бессмертный, это, мне кажется, продолжение жизни человека. И сегодня я для себя с большой радостью, с удивлением обнаружил, что есть люди, которые совершают боевые подвиги, а есть люди, которые совершают трудовые подвиги. Это вот только что был назван Владимир Кошелев,
который строит этот микрорайон, и который вышел с инициативой, чтобы назвать улицы, бульвары именами героев. Это важно для нас, для всех. Особенно важно вот для тех детишек, которые стоят в строю. Почему? Потому что они должны воспитываться ежечасно, ежеминутно на подвигах своих предков. Историческую миссию, которую мы сегодня выполняем, будет на многие-многие годы служить тем людям, которые живут здесь, в Крутых Ключах, людям Самарской области, города Самары, людям, которые живут в Ингушетии, людям, которые потеряли своих мужей, братьев, родных в разных горячих точках, защищая и конституционный строй нашей страны, да и просто защищая интересы людей нашего государства. Алихан Калиматов был одним из ярчайших представителей тех людей, которые защищали интересы нашей страны. Также в прошлом году в Магасе состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в память о Калиматове. Его именем была названа одна из улиц в столице Ингушетии. На торжественном мероприятии присутствовали глава Ингушетии Унузбек Евкуров, председатель Народного собрания, юнармейцы, родственники и сослуживцы героя. Алихана я знал как односельчанина, он был моим ровесником, был очень хорошим, порядочным парнем. Алихану довелось прожить неполных 39 лет. Из них около 7 лет он прослужил в органах госбезопасности. У него остались жена и 2 детей. Указом президента России за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад внесен в дело обеспечения безопасности страны. Алихану Калиматову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Светлана Томова, Новости 24.